Добрый день. Вашему вниманию суммативное оценивание за раздел «Климат и природа», 5 класс, с казахским языком обучения. Первое задание. Прослушай текст, выполни задание. Рыжие листья. Осень в лес пришла. Зелеными остались только сосны и елки. Другие деревья стали делаться желтыми, рыжими, красными. Но больше всего, конечно, желтыми. И листья с них полетели, плывет по воздуху листок, падает в траву, шелестит шу-шу-шур. Ветер холодный между деревьями шумит. Чу-чу-чу. Обрадовалась лиса Лариска. Вот как хорошо все выходит, думает она. Желтые да рыжие листья на мою шкуру похожи. Наметет их ворохами по канавам, спрячусь я туда и подстерегу зайца Коську. Он-то меня среди желтых и рыжих листьев не заметит, а я его и съем. А заяц Коська первый год на свете жил. Осени еще не видел. И очень боязно ему было, ночью спать не может. Шум кругом, стоит шелест, а ему кажется, подползет кто-то, съесть его собирается. С утра до обеда лежит лиса Лариска в желтых и рыжих листьях, зайца караулит. Нету его, от обеда до вечера по лесу бегает, ищет. Нету и нету, так и не поймала она до зимы зайца Коську. Итак, задание. Чего боялся заяц Коська? Конечно же, шелеста и шума. Второй вопрос. Чему обрадовалась лиса Лариска? Она обрадовалась падающим листьям, которые похожи в цвет ее шкуры. Третье задание. Объясните значение словосочетания «и очень боязно ему было». И очень боязно ему было означать, что он очень боялся. Боязно – это наречие от глагола «бояться». Четвертый вопрос. Какова основная мысль текста? Основная мысль текста – охота лисы Лариски. Итак, следующее задание. Составьте рассказ по теме «Мое любимое время года». Соблюдайте последовательность повествования. В своем рассказе используйте антонимы, синонимы и амонимы. Каждое время года прекрасно по-своему. Лето своей яркостью и теплом, зима чистотой и свежестью, весна и осень пленяют непостоянством и игрой цвета. И мне милее всего осень. В этом тихом и немного грустном времени года есть все. Праздничная яркость, щедрое угощение, свежая прохлада, переменчивое настроение. В сентябрьские дни так хочется отдыхать на природе, в еще теплых, но уже золотящихся лесах и полях. В ветреные дни нравится наблюдать за полетом листьев или скольжением ярких лодочек по озеру. Такие дни манят бродить с корзиной по лесу или саду, наслаждаясь ароматами спелых плодов и огнями ягод. Даже в слезах осени есть романтика. Можно мысленно отправиться за птицами в теплые края или побродить по лужам, в которых плавают кленовые звезды, помечтать о первом снеге или сесть с акварелью у мокрого окна и рисовать. Осень любим и любят художники, поэты, певцы. Этому времени года посвящены самые прекрасные творения, самые мудрые мысли, самые сокровенные мечты. На этом все. Спасибо за внимание.